газеты «Акция», научный редактор газеты «Акция». Она расскажет о том, зачем она сделала анализ своего генома. Вот такая тема. Перед тем, как начать, я просто хочу сказать, что я буду рассказывать с такой обывательской точки зрения, потому что я сама не генетик и не биолог даже, поэтому если у вас будут вопросы генетики, вы, конечно, задавайте, но я не могу гарантировать, что я на них отвечу. Может быть, кто-то в зале мне поможет. Микрофон ближе. Это чуть-чуть ближе. Хорошо. О, отлично. Запускаем, да? Да. О, боль. Я тоже слетела с петель шутки. В общем, я начну с самых основ, потому что не все знают, что такое геном. Например, наша пиар-менеджер Даша, она уже 2 недели на меня прикалывается и называет мой геном гномом. Поэтому я сейчас попробую сказать основу генетики за 20 секунд. Геном — это совокупность всех генов организма. Он находится в каждой клетке нашего тела. В геноме 46 хромосом, 23 нам достается от папы, 23 от мамы, и на этих хромосомах находится примерно 25 тысяч генов. Как я сказала, геном находится в ядре клетки, поэтому, в принципе, анализ генома можно сделать по голосу и по заскобленной коже, но самый простой способ сделать анализ генома это по слюне. То, что делаю я, называется генотипирование. Это не полный анализ генома, а анализ некоторых отрезков генома. Я сделала этот анализ в американской компании 23andMe, которая в 2008 году была признана изобретением года по версии журнала Time. Это такая очень революционная компания во многом, не потому что она первая начала это делать, или даже не потому что она лучше всех это делает, потому что она, в общем, сделала этот анализ доступным как в смысле цены, так и в смысле простоты для пользователей. Вот вы сейчас видите такую штучку, которую вы заказываете по интернету, она приходит по почте к вам домой, как обливательница, когда надо набрать слюну и отправить ее обратно в Америку. Они ее проанализируют, через 6 недель ваши результаты будут на сайте. К сожалению, из нашей страны сделать такой анализ в этой компании нельзя, потому что у нас есть очень странный запрет на вывоз из России биоматериалов. У нас в России есть другие компании, которые этим занимаются, но это будет намного дороже. Поэтому, чтобы сделать такой анализ, я поехала в прекрасную страну Германию. Ну, то есть я не специально туда поехала отдыхать, и так специально туда заказала именно обывательницу. То есть она прибыла ко мне в Германию, я там ее поплевала и отправила обратно. В общем, через 6 недель, после того, как они ее получили, они загрузили всю информацию на сайт, куда я могу зайти под своим логиновым паролем. Вы сейчас видите основную страничку, это что-то вроде такого RSS-потока новостей моего генома. В принципе, вся информация делится на 2 части. Часть про здоровье и часть про происхождение. Часть про здоровье тоже делится на несколько частей. Это основная часть про риск заболеваний, другая часть про наличие конкретных мутаций в генах, еще одна часть про реакцию на разные лекарства. Сейчас вы увидите информацию, которую ни один здравомыслящий человек никому показывать не станет, но вам со мной повезло. Вот это, собственно, правда, хорошо, что ее не видно. Вот так выглядит список моих основных рисков по болезням. Там на первом месте, например, диабет второго типа, там на втором месте псориаз и так далее. Что самое интересное, эта информация постоянно обновляется. То есть, например, диабет у меня был в 25-м месте сначала, потом, когда какие-то новые результаты исследований были получены, он у меня вылез на первое место. Также есть список болезней, которым я наименее предрасположена. Это тоже очень приятное смотреть, для первого. Вот это, по-моему, очень такая полезная штука. Это список лекарств и информация о том, как организм будет положительно на них реагировать. То есть я, конечно, надеюсь, что я никогда их не принимать не буду, эти лекарства, но если вдруг, то просто я знаю, что на некоторые из них у меня может быть более острая реакция. Это тоже такая забавная очень вещь. Из этого списка, например, я узнала, что у меня, вероятнее всего, карие глаза, что у меня некудрявые волосы и что у меня непереносимость лактозы, значит, я не могу пить слишком много молока. Это очень забавно, кстати, потому что насчет лактозы я
еще где-то полгода назад сама отказалась об этом, когда выпила много молока, мне было очень плохо. Ну и просто забавно, что через полгода генетический доступ открыла. Это вторая часть про происхождение. К сожалению, такая девушка, можно только по женской линии ее проследить. И вот на этой карте видно, что дальние предки моей мамы были, в общем, откуда-то из Скандинавии. А это очень смешная диаграммка. Сказано, что я на 99% европейка и на 1% азиатка. Судя по моим генам. В общем, главный вопрос, зачем все это нужно? Вообще, когда я рассказываю своим знакомым друзьям об этом, люди делятся очень четко на две категории. Кто-то говорит: вау, классно, я тоже так хочу, это так интересно. А другие говорят: вообще, я не понимаю, зачем ты это сделал, деньги потратил, глупость какая-то. И вот я пыталась понять, что же, ну, почему этим людям неинтересно вторым. И стала у них расспрашивать, и услышала, в принципе, два основных аргумента. Первый заключается в том, что они не хотят знать о том, каким болезням они предрасположены, потому что они боятся, что если они будут об этом думать, они заболеют только потому, что они об этом думают. А второй аргумент, что всем понятно, что курить и пить вредно, но мы и так будем пить и курить, и мы не хотим, информация о нашем геноме никак не повлияет на наше развитие. Но давайте повнимательнее посмотрим на то, что нам говорит все-таки анализ. Например, мой основной риск диабета, да? Плохо видно, к сожалению, написано, что у меня 25% риска из 100 заболеть диабетом к 79 годам. То есть это означает, что в принципе у меня 75% вероятности не заболеть диабетом. И мне кажется, это только, в общем, повод для радости, а не для того, чтобы самовнушение себя внушать. Я потому что говорю, что я верю в силу человеческой рациональности, и мне кажется, что если ты обладаешь информацией о своем геноме, то действительно у тебя есть шанс прожить жизнь дольше и более счастливо. И последнее, я делаю сейчас тему номера в акции, и читайте в мае целых 5 полос на эту тему, там будет еще много всяких интересностей про это. Вот, спасибо.